Добрый вечер. В эфире программа «Якутия Лайв». С вами Ирина Ефимова. Следующий год, 2023, объявлен президентом нашей страны годом педагога и наставника в России. Да, и профессия учителя во все времена была уважаемой, почитаемой, при этом очень ответственной и сложной. Ну, тем более у нас в республике всегда к учителям относились с особым трепетом. И вчера в нашей стране учителя отмечали свой профессиональный праздник. Выпускники с удовольствием вспоминали первого учителя, а также всех тех преподавателей, кто оставил след в душе и подарил любовь и заботу к своему предмету и ученикам. Согласитесь, что на плечи учителя ложится задача максимум не только обучить, но и воспитать, зачастую собственным примером достойного человека. И для каждого учителя важно с этой задачей справиться. И сегодня у меня в гостях учитель русского языка и литературы Якутского промышленного техникума, с которой мы поговорим обо всех тонкостях профессии учителя. Ольга Яковлева у нас в студии. Добрый вечер, Ольга Михайловна. Добрый вечер. Поздравляю прежде всего с профессиональным праздником, с Днем учителя. Вот вы как преподаватель техникума, это среднее образование. Вот обычно к учителям в школе, понятно, там привязываешься за много лет. А вот как у вас выпускники? Есть ли такие, которые приходят? Ой, по сей день они приходят, благодарят нас за то, что мы их наставили на путь истинный. Действительно, у нас и такие старейшие мастера есть, как Хаметов Валерий Рустамович. И приходят, благодарят и говорят: вот, спасибо, что когда-то вы нас так учили, значит, да, может быть, где-то местами дерзко, значит, да, вот, и благодарят, приходят. А почему вы выбрали эту профессию? Наверное, часто спрашивают. Ну, мой выбор пал, значит, почему? Потому что я училась в Ичинчинской школе, и у нас были замечательные учителя. Это Арбатская Валентина Александровна, Шестакова Матрена Григорьевна. И вот когда я заходила в класс, и когда они преподавали вот русский язык и литературу, ты улетал прямо в Поднебесье, как вот они так могли объяснять прекрасно свой предмет. И я влюбилась в русский язык и литературу. У меня вот другого выбора уже не оказалось. То есть именно русскую литературу хотели преподавать всегда. А как так получилось, что, получается, вы пошли работать не в школу, а сразу в училище и 20 лет там проработали? Да, действительно, сейчас вот так представить, 20 лет я, значит, отдала техникуму. Когда я приходила, это было ГПТУ-16. Сейчас это Якутский промышленный техникум имени Тараса Гавриловича Десяткина. Ну, окончила, значит, да, поискала и нашла. Просто вот так вот пришла к директору, оформилась, и меня взяли на работу, устроилась. И получилось так, что прям сразу нашли свое место? Да. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Задать вопрос можно, позвонив в студию по номеру 841 12 42 14 39 или отправить сообщение в Телеграм на номер 8 914 235 0502. Ольга Михайловна, смотрите, у вас в училище, в техникуме в этом учатся ребята, ну, скажем так, русская литература для них не профиль, да, это будущие сварщики, огранщики, слесари. Электрики, да. Вот зачем им русский язык и литература? Никогда не говорят они, вот не бывает такого, что типа, а нам зачем? Да, зачем вы нас мучаете? Они сидят: ну зачем нам русский, ну зачем нам литература-то? Ну это первые уроки. А потом, когда они влюбляются в предмет, все-таки от преподавателя зависит, да, как преподнести художественную литературу, как преподнести поэзию, тоже, значит, да, поэзию Серебряного века. Тот же Есенин, да, они же любят вот песни, они же любят самовыражаться, песни поют тоже Есенина, значит, да. И я всегда говорю, жизнь не ограничивается там у станка, да, у токаря, там, у сварщика, у сантехника. Жизнь многогранна, и литература, она все-таки учит жить. Они могут найти там любые ответы на их жизненные вопросы. Получается, у вас ведь как раз самый такой, это программа 10-11 класса, да, и это как раз Достоевский, это Толстой, это «Война и мир». Очень сложные произведения. Сложные произведения, это и 20 век, да, весь. Вот насколько, что у вас самое любимое? Самое любимое, ну, конечно, поэзия Серебряного века.
Они влюбляются, девушке особенно нравится, значит, да, это Цветаева та же, это Ахматова. А мальчикам, значит, ну, конечно же, нравятся тоже вот эти вот сложные произведения Достоевского. Они не могут понять вот главного героя Раскольникова. Им интересен, им импонирует главный герой-бунтарь Тургенева, значит, Евгений Базаров, да, потому что они в таком же возрасте находятся в поисках самого себя. И Евгений Базаров, он такой же бунтарь-нигилист, и поэтому как-то где-то откликается, наверное, тоже поведение героя. Ну вот, знаете, не могу не спросить, наверняка у вас есть свое мнение по поводу вот так называемой культуры отмены, которая вот сейчас пытаются отменить русскую культуру и, ну, как бы вычеркнуть наших классиков, да, из достояния, скажем, мировой культуры. Вот что вы по этому поводу Ну, думаете? тогда это будет крах всей нашей культуры, всей нашей истории. Это невозможно взять все так и отменить. Нет, на этом мы выросли, на этом выросло не только наше поколение, да, но и современная молодежь, она понимает эту литературу, она мыслящая. Тем более у современной молодежи, у них развито критическое мышление, я бы сказала даже. А какое произведение, ну вот какого автора там из классиков вы бы посоветовали читать и перечитывать? Конечно же, это «Война и мир». Это целая энциклопедия Льва Николаевича Толстого. Вот там все вот на примеры, жизненные примеры. Пожалуйста, вот бери и пользуйся этой энциклопедией. Знаете, есть такой вот тест забавный, интеллектуальный, ну, как шутка, да, типа Пастернак или Бродский, Толстой или Достоевский. Вот я так понимаю, что Толстой Да. и Пастернак или Бродский. Ну и Бродский, и Пастернак. А я знаю, что вас пригласили на форум классных руководителей. Но у вас, наверное, это называется по-другому все-таки, да? Не классный руководитель. Кураторы. Но, тем не менее, получается, есть группа ребят, которых вы ведете и Курирую, сопровождаете. да. То есть я перехожу сейчас к той части профессии учителя, да, которая, ну вот педагога и наставника, да, как объявил президент нашей страны. Вот насколько учитель должен быть еще и наставником? Конечно же, дети приходят после 9 класса, и они видят, как ведет себя куратор, как ведут себя мастера, значит, да. Они примиряются к будущей жизни, потому что у них рабочие профессии. И ты начинаешь с ними взаимодействовать, начинаешь их направлять, потому что ты им говоришь, что это уже не школа, что это техникум, это отличается уже, да, они получают вот знания по МДК, это их спецпредметы, да. Вот. И, конечно же, куратор нужен, он направляет, он помогает. Но, смотрите, за 20 лет вы наблюдали, получается, разные поколения ребят. Вот что отличает нынешнее поколение? Ну, нынешнее поколение, оно, конечно же, это отличается от нас, от нашего поколения, наверное, тем, что они гаджетозависимы, да, скорее всего. Но ценности остались те же. Если у них спросить, это и семья, и любовь, и дружба, да. Вот. Гаджетозависимость, но они еще чем отличаются, может быть, они осознаннее, чем мы. Они заботятся о своем ментальном здоровье. Мы об этом даже не знали, но вот наше поколение, да, что такое ментальное здоровье. Если им плохо, там, допустим, они могут обратиться даже к психологу. Вот. В этом отличие. А так, в целом, ценности одни и те же. Вот за последние годы пандемия сказалась ли вот это на качестве? Да, при входном контроле я ужаснулась. Грамотности? Да, когда был входной контроль, диктант они написали, и листочки с этими диктантами, они вот были красные, как красный день календаря. Там было множество ошибок. И дети, они прям ушли в эти телефоны. Их было не оторвать в первое время.
Но вот на съезде педагогической общественности, который вот в эти дни проходит, глава Якутии Айсен Николаев сказал, что учреждает премию для педагогов-наставников. В 2023 году 36 педагогов-наставников получат по 100 тысяч рублей. 36, потому что именно столько у нас муниципальных образований, да, улусов и так далее. И выбирать будут жители. Вот. Как вы думаете, насколько это стимулом послужит? Ну, несомненно, это стимул для молодых педагогов еще, да, которые только начинают жить, которые начинают свой педагогический путь. Несомненно, да, 100 тысяч, почему бы и нет. А есть ли какая-то вот универсальная формула, чтобы наладить контакт? Ну, вот вы говорите, ребята в первые дни говорят, зачем нам русская литература. Я так понимаю, что тем более, ну, все-таки контингент такой, ну, скажем, это не студенты филфака, да, которые пришли влюбленные в русскую литературу с желанием ее познавать и учить, да, а это люди не в такой степени мотивированные, вот, может быть, там, и зачем нам это грамотно писать, если есть компьютер, и так далее, и так далее. Вот как заставить их себя слушать, как дать понять, что то, что вы говорите, важно? Ну, не знаю, это зависит от преподавателя все-таки, да, как он преподнесет предмет, как он расскажет художественное произведение, да, либо там урок по русскому языку. Вот. С первых же уроков нужно будет их влюблять в этот предмет. А как вы влюбляете? Эмоционально рассказываю, преподношу вот таким образом, значит, да. Это в ход идет, допустим, весь и артистизм, потому что преподаватели, учителя, мы те же актеры. Мы должны быть эмоциональными, быть в контакте с детьми. Если там пришел на урок, там пробубнил, отбубнил, прочитал книжку, там, значит, да, все. Ты уже потерян для ребенка, ты уже не интересен. Ну вот вы сказали, что актерство в какой-то степени. Я знаю, что у вас есть своя театральная студия. Да. Расскажите, пожалуйста, про это. В 2019 году я организовала театральную студию «Альтаир», пригласила детей. Дети пришли яркие, артистичные, некоторые были даже подготовленные. Из Усть-Майского, Мегино-Кангаласского улуса, Сергей Файтал, Егоров Аял, Петров Андрей. Значит, вот они уже, у них был опыт, значит, в драм-кружке, работы в драм-кружке. И вот мы создаем такой тандем, приглашаем детей, которые вообще даже никогда и не пели на сцене, не танцевали, вообще не было опыта. Были даже замкнутые дети. Ну, мы как-то вот так набрали и, значит, премьеру «Барышню-крестьянку» поставили. Образовалось несколько задач. Мы были озадачены тем, что вот это вот выбор художественного произведения, это, значит, не пьеса готовая уже, а это повесть. И нужно было адаптировать под сцену, нужно было, значит, распределять роли, нужно было искать костюмы. И вот за голову хватались, как, что. У нас оказалась швейная машинка моя, и девушки, значит, сами они шили костюмы, сами мы готовили реквизиты. И вот мастера, наши производственники, они нам помогали даже вот создавать эти реквизиты. Вот, и как-то так выступили, значит, да, успешно. И, значит, перед кем выступали? Перед своими же детьми, перед мастерами, преподавателями. И, значит, ушли мы на пандемию. Мы готовили 20-й год, он же был юбилейный Великой Победы. Мы выбрали, значит, произведение, значит, художественный фильм Чухрая, баллада о солдате мы начали готовить, тоже реквизиты, даже вплоть до ПТРД. ПТРД — это, значит, противотанковое ружье Дегтярева, значит, изготовили нам сантехники из сантехнических труб, там, из дерева и всего, значит, да. Полуторку автомобиля изготовили, макеты. Мы серьезно готовились, чтобы наши ветераны промышленного микрорайона пришли к нам в техникум, посмотрели, значит, да, увидели, какие творческие дети, что они такое грандиозное подготовили. И тут оказалась пандемия. Пандемия, значит, и мы не смогли показать
Этот То есть репетировали. Да, репетировали. Но мы не отчаялись, мы начали готовить при пандемии, значит, ролики, видеоролики, участвовали там в конкурсах, челленджах, флешмобах и так далее. И потом уже, когда эта пандемия закончилась, мы стали умнее, мы не стали готовить вживую, значит, да, мы записали эту балладу о солдате. Это получился телеспектакль. Вот, записали, значит, там мы тоже, нам объявили тоже, значит, самоизоляцию, дистанционное обучение, и мы за несколько дней сумели все-таки сыграть на сцене достойно и все это отрепетировать, и все это показать и записать. А в 2021 году мы стали участниками «Студ весны» и стали лауреатами, показали социально-философскую драму «Юшка». Зал аплодировал, зал плакал, и это для нас это самое главное была оценка зрителей, когда они плакали. То есть дети смогли достучаться до душ зрителей, смогли передать мысль автора. Да? Вот, кто читал «Юшку» Андрея Платонова, значит, то те знают, да, о чем речь. Вот. И по сей день мы участвуем во всех конкурсах, становимся лауреатами и победителями всевозможных республиканских и всероссийских конкурсов. Вот. И, пользуясь случаем, хочу передать выпускникам Сергею Вайталу, Кривошапкину, Афанасию, которые сейчас служат в рядах российской армии. Большой привет, ребята, мы с вами. Вот. Продолжают они нам писать, звонить, общаться. Спасибо, что вы с нами были, что вот стояли у истоков нашего Альтаира, наши первые ласточки. Ольга Михайловна, вот все-таки учитель русской литературы, да, это немножко больше, чем учитель, потому что все-таки литература, вы сами сказали, она отвечает на многие вопросы, она заставляет задуматься, она формирует нас как личностей, да, и наверняка ведь вам задают вопросы, и наверняка задают непростые вопросы. Вот как вы поступаете в этой ситуации, как педагог? Или как человек? Как человек, да. Я связываю с жизнью литературу. Вот, привязываю к конкретной жизненной ситуации. И учу их самих анализировать какую-либо ситуацию. Вот. Ну, а сейчас вот в связи с последней ситуацией в стране, в мире, задают вот такие вопросы? Несомненно, задают, да, очень щекотливые вопросы. Стараюсь корректно на них отвечать, на такие вопросы. Вообще сейчас много говорят о важности патриотического воспитания, что нужно начинать его чуть ли не с детского сада, ну, там, с младших классов школы. А вот, скажем, в ВУЗе или в СУЗе в вашем случае, нужно ли это, или это уже поздно, нужно начинать раньше, или никогда не поздно? Ну, чем раньше, тем лучше. Вообще воспитание, оно задается в семье, согласитесь? Уважение к старшим, уважение к ветеранам тем же, да? Если вспомнить наше поколение советское, то у нас была тимуровская помощь, у вас была, не знаю, значит, да? К нам приходили ветераны, мы прямо счастливы были видеть их живыми, как они рассказывали о боях там, ну, они неохотно рассказывали, кстати, о боях. Вот, и все-таки воспитание патриотическое было. И это в каждой семье оговаривалось, в каждой семье все-таки существовал вот такой культ, да, воспитания патриотизма. Сейчас, да, в СУЗах, но оно и раньше было, это направление патриотическое, да, вот, и в нашем техникуме это практикуется уже давно, вот. Ну, то есть это нужно? Это нужно, конечно же. И никогда не поздно? И никогда не поздно, да. А как учитель литературы, какой книги, по вашему мнению, не хватает в школьной программе, вот, чтобы вы включили? Ну, наверное, как я уже говорила, да, приходят дети гаджетозависимые, и есть одно очень прекрасное произведение Майка Гелприна «Свеча горела». Перекликается с Пастернаком, да, «Свеча горела». Ну, там говорится о том, что люди, они стали бездушными, они просматривают только сериалы, они стали примитивными потребителями.
и забыли, что такое литература, не знают, что такое художественная литература, значит, и суть в том, что Это про робота, который про робота, преподавал да, литературу. да, Я помню этот рассказ. Гувернер, да, прекрасный рассказ. И вот получается, что железяка, это робот, этот робот Макс, значит, да, он был одухотворен литературой. Он был человечнее, чем сами люди оказался. Литература воздействовала на него таким образом. Вот я хотела бы, чтобы в программе было это произведение. Мы заговорили о стихах, ну вот «Свеча горела», «Пастернак» и так далее. Вот сегодняшняя молодежь, они стихи пишут? Бывает такое, показывают вам? Ну, я не знаю, бывает же, что в школе учителю литературы показывают там какие-то стихи, какие-то опыты. Вот у вас бывает такое? Да, кстати, ну, казалось бы, что современные дети, да, они ничем не интересуются. Но, кстати, есть такие дети, которые мне показывали свои стихотворения вот совсем недавно, да, чтобы узнать мое мнение и даже откорректировать где-то местами. Вот. А о чем пишут? О любви или... Не только о любви, кстати, да. Или о смысле жизни? О смысле жизни, более глубокого содержания стихотворения, довольно-таки серьезные. Вот один мальчик показывал, да, с такой вот, с глубоким смыслом содержания. И что вы ему посоветовали? Я ему посоветовала учить русский язык, грамоту. Там были ошибки орфографические. Наверняка у вас за эти годы куча каких-то историй, связанных с учениками. Вот, может быть, какую-нибудь расскажете? Ну, они приходят абсолютно, допустим, кто-то не может социализироваться, да, кому-то сложно, кто-то из лусов, там, по-русски не говорят, не умеют говорить, излагать свои мысли. И потом уже в процессе, когда начинаешь их учить, когда вот, ну, курьезы были, когда они говорят неправильно, вот, когда идешь там не в техникум, а они говорят, идем на техникум, да, и так далее, вот, и начинаешь их учить. Но это не только они ошибаются, часто даже у коллег наших, слышишь, принял участие на церемонии. Да, вот такие вот ошибки, там и всегда примеры привожу, когда вот заходишь в маршрутку, там говорят, пройдите взад, да, элементарно, вот это вот тоже режет слух, или там они опаздывают, и вечно, вот обычно из арктических улусов дети приходят с опозданием, я спрашиваю, почему опоздали, они говорят, вот, ну, я получал посылку и приехал с аэропорта. Вот, с аэропорта. Вот, и с этого начинается у нас русский язык. Вот, начинаем учить предлоги, начинаем учить орфоэпию, ударение, значит, да, ну, правильно звучить из аэропорта. Поправляешь, и потом уже они в конце, когда выпускаются, они смеются уже над своими ошибками. Вот. Насколько вообще важность русского языка как объединяющего, как языка международного общения, как... Ну вот о роли и важности русского языка от вас хотелось бы услышать. Несомненно, роль огромная. Это наша культура, это наша история, это наше прошлое, это наше настоящее, это наше будущее. И да, есть такая тенденция, что язык может, значит, умереть, да, потому что у нас появилось очень огромное вкрапление английского языка. Ну, это обусловлено тем, что у нас цифровизация сейчас, да. Вот, дети сидят в компьютерах, играют, компьютерные игры множество. Но, тем не менее, русский язык должен жить. Должен жить. Должен быть. А ваши дети, они потом экзамены сдают ведь, да, по русскому? Да, экзамен по русскому языку. Вот, и вообще экзамены сейчас же буквально начинаются там чуть ли не... Вот эти ВПР сначала у детей, да, потом они их начинают уже... Чуть ли не с начальных классов. Да, готовятся к ОГЭ, пугают этим ОГЭ, начиная там с 8-7 класса, потом ЕГЭ. Вот это вот эти вот проверки, вот эти вот экзамены, они вообще насколько они нужны, вот как вы считаете? Ну, на мой взгляд, должна быть какая-то золотая середина, да, вот слишком перегружать тоже ребенка не дело, но и с другой стороны они учатся быть ответственными.
Вот. Когда они уже там готовятся к этим ВПР, готовятся к экзаменам, да. Ну, тут двоякое тоже, да. То есть и перенагружать слишком нельзя, и тоже должна быть ответственность уже, ну, дисциплинирует их, вот эти экзамены и так далее. На То мой есть взгляд. насколько это вообще проверка для учителя, насколько это проверка для ученика? Потому что у меня недавно дочка из школы пришла, говорит, типа, нам сказали, что ВПР это проверяет работу учителя, а не нашу, поэтому я вообще не волнуюсь. Ну, такое мнение ребенка, да? Ну, кто-то сказал, она вот Ну, решила запомнить. скорее всего, да. Проверка работы учителя, насколько он смог преподнести свой предмет, донести до ребенка. А как вот на ваш взгляд, чем хороший учитель отличается от плохого? Ну, наверное, тем, что хороший учитель, он идет на работу не ради работы, да, а ради, наверное, скорее всего, детей. А еще считается, что учителя все так хорошо и молодо выглядят, потому что они немножко вампирят детскую энергию. Что такое бытует мнение, Да. да? Вот. Ну, скорее всего, да, потому что ты же с утра до вечера общаешься с детьми, получаешь все-таки взаимообмен энергии идет, да. Мы когда говорили с вами о патриотическом воспитании, говорили о роли родителей тоже, да? И сейчас у нас создан республиканский родительский комитет на уровне республики, и вот буквально вчера было заседание вот уже при главе республики. Но вот насколько все-таки ответственность родителей и ответственность школы, вот как-то их нужно разделять? Или должны вместе в одном направлении работать? И как быть, если дома говорят одно, а в школе другое? Все-таки, на мой взгляд, да, и в школе, и родители в семье. Как-то должна быть обоюдная работа, должна быть партнерская. А как вы считаете, вот если очень много ребят, которые закончили вуз, закончили СУС, потом по профессии не работают, вот в этом кто больше виноват? Здесь, наверное, нужна профориентационная работа, наверное, побольше проводить мастер-классов, чтобы дети сами могли там прийти, посмотреть, сориентироваться, нужно им это или не нужно, да. Вот. Профориентационная работа. То есть более осознанно подходить? Да, конечно. Не то, чтобы там родитель направил, да, свои мечты, чтобы его нереализованные мечты исполнял их ребенок. Конечно же, он не будет работать, воплощать чужие мечты, мечты своих родителей. Нужно идти к своей цели, к своей мечте и пробовать себя. Учитель — это профессия или призвание? Это призвание. Вы чувствуете это Однозначно, призвание? да. Когда глаза горят у детей, когда у тебя горят, действительно чувствуешь, что это все твое, что это все не зря. Вот, это призвание. А можно ли быть учителем без призвания? Ну вот. Ну, учитель просто учитель. Номинально он будет учителем. Просто учитель, да, пришел, донес какую-то информацию, да, обучил каким-то навыкам, вот, параграф отчитал, да, это учитель, возможно, но и то под вопросом. Ну, Когда без души он подходит к предмету, к детям. А насколько важно задавать какие-то определенные строгие рамки, то есть насколько вот учитель должен быть строгим, требовательным, жестким, или все-таки более каким-то мягким, увлеченным, демократичным, да, своим в какой-то степени для подростков, на их языке разговаривать? Ну, здесь тоже должна быть грань. Чересчур демократичным тоже как бы не надо быть, да? Вот. И чересчур строгим тоже. Ну, вот где-то вот золотая середина. Если найдено будет им, то прекрасный будет педагог. Вот. И, конечно, нужно чувствовать каждого ребенка, верить в каждого ребенка, потому что ребенок — это целый мир, это космос, да? Вот если ты убьешь своим предметом, неинтересно расскажешь о нем, он уже навсегда потеряет интерес к предмету, к тебе, как к личности, да? Вот. Когда ребенок чувствует, что ему навстречу идет учитель, преподаватель, он раскрывается,
Тогда насколько сам учитель, сам преподаватель должен быть примером, должен быть образцом для подражания в какой-то мере, то есть иметь моральное право рассуждать о каких-то категориях, давать какие-то советы, да? Ну, порой молодежь наша, она мудрее нас где-то даже, мудрее нас. Вот. Но образцом мы обязаны быть, само собой, преподаватели, учителя. Ну и получается, ведь вы практически всегда в центре внимания Да. некоторого, да? Да. То есть вы же не можете, ну не знаю, расслабиться, где-то там перед студентами показаться, ну я не знаю, если человек другой профессии, ну менеджер в офисе, допустим, да, но он может пойти, ну я не знаю, там в клуб выпить, потанцевать, а тут кругом студенты. Есть такое вот? Я нахожусь на все 100% в центре внимания, но от этого я не устаю, потому что помимо после уроков у нас начинается вот эта театральная деятельность. Потом у меня еще своя группа, это 24/7. Одному родителю может прийти мысль, вопрос возникнуть в 22 часа, в 23 часа. В чат может зайти, задать вопрос, а то и порой позвонить. Вот, то есть ты всегда находишься в таком вот рабочем режиме, даже после работы. Вот, кстати, насколько сейчас родители... Ну, считается, что сейчас дети более инфантильные, а родители более тревожные. Ну, то есть... Есть такое. Скажем, если... То есть есть ли отличия? Вот вы же помните студентов там 10-15 лет назад, да? И, скажем, сейчас, когда... Ну, ребята уже практически взрослые, ну, не взрослые, но подростки, там, 15 лет, да, и родители начинают беспокоиться, как они там не пропускают ли занятия, то есть, ну, вот как буквально, как за маленькими следить. Вот есть ли изменения или это просто кажется так со стороны? Да, есть такое гиперопека в сегодняшнее время. Нужно детям давать больше свободы и больше самостоятельности, на мой взгляд, чтобы они умели принимать решения, учились принимать решения. Потому что инфантильность, она вот все-таки видна в некоторых, ну не во всех, конечно, да, но я вижу со стороны родителей гиперопеку. Такого не должно быть. Мы были более самостоятельными, допустим, вот наше поколение. Есть такое. А насколько, вот, насколько люди меняются за эти 2-3 года? 2-10 месяцев. Да. 2-10 абсолютно кардинально меняются. Пришли такие птенчики, значит, да, запуганные, там есть даже интроверты, есть, которые не верят в себя, да, и даже не понимающие, куда они попали, зачем это им, значит, да. А уже смотришь, когда их выпускаешь, это совсем абсолютно взрослые, сформированные личности. И, конечно, душа радуется за детей. Тут вам передают привет. Ольга Михайловна, очень рада вас видеть. Помню, как хорошо вы рассказывали на уроке литературы. Вы лучшая группа М-21. Я не знаю, что это значит. О, здравствуйте. Вот это... Группа. М это кто? Электромеханики? Электромонтажники. Электромонтажники. Спасибо, ребята. Очень приятно. Ну и что бы вы хотели пожелать нашим зрителям, что-то, какую-то, может быть, перечитать какую-то книгу или что-то, какой-то совет от себя? Что я могу пожелать? Так волнуюсь. Читайте вообще литературу. И помимо классики есть современная литература. Современная молодежь, она, не сказать, чтобы она не читающая, это не так. Значит, да, они тоже читают, они тоже мыслят, они подходят осознанно к жизни. Вот, они интересуются очень многим. Пожелаю всем, чтобы не забывался русский язык, чтобы читали побольше. И в связи вот с тем, что я в прямом эфире нахожусь, хочу поздравить своих коллег с прошедшим днем среднего профобразования и с Днем Учителя. И всем пожелаю, чтобы были благодарные ученики, и чтобы мы сами, учителя, тоже шли наравне с нашей молодежью в ногу. Ну что ж, у вас еще раз с Днем Учителя, благодарных вам учеников.
Спасибо Удачи и большое. успехов. Спасибо. Это была программа «Якутия Лайф». Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.